ожидаемая продолжительность жизни у нас по итогу составила 75,38 года. Это один из ключевых показателей национального проекта здравоохранения. В 2023-м Татарстан по ожидаемой продолжительности жизни занял первое место в ПФО и 12-е в стране. Общая смертность меньше 11 случаев на 1000 населения, самая низкая в округе. Во многом это результат развития первичного звена. Профилактическими осмотрами за год охватили 2 625 000 жителей. Медицинская помощь становится ближе, в том числе на селе. За 12 лет построили 705 ФАПов. В районы выезжают мобильные медицинские комплексы. На модернизацию первичного звена в 2024-м направят свыше 2 миллиардов рублей. Новую технику получат почти 9 000 объектов. Только благодаря этим нацпроектам идут движения вперед медицинской отрасли. Все есть. Самое современное оборудование, в достатке лекарственные препараты и расходные материалы. Да, действительно, уже не умещается, им нужны где-то поликлиники и другие корпуса современные там и прочее. Конечно, это тоже в планах. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 8%, однако это все еще главная причина гибели татарстанцев. В прошлом году в Казани провели 26 трансплантаций сердца. Сегодня объявили, такая операция впервые проведена в БСМП Набережных Челнов. Болезни кровообращения в особом фокусе внимания. В стране действует федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Мы поняли, что без усиления амбулаторного звена, первичного звена у нас не получится никакого успеха. Благодаря этому мы вот сейчас, наверное, в числе самого небольшого количества регионов в России, которые вот настолько укомплектованы амбулаторными кардиологами. Напомню, только 5 медицинских организаций на сегодня своих амбулаторных кардиологов не имеют. Федеральный проект «Борьба с онкозаболеваниями» специалисты сравнивают по масштабу с грандиозным советским проектом создания онкологической службы в 1945 году. В 2023-м доля злокачественных образований, выявленных на ранних стадиях, в Татарстане достигла 63%. Такого рывка, как с 2019 года, мы никогда не наблюдали. На самом деле произошла реновация как медицинского оборудования, как стандартов, так и подходов и порядков лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Проведена грандиозная громадная работа по тому, чтобы привести эти стандарты лечения к международным. И нашим гражданам эта помощь доступна. Развивается и детское здравоохранение. На базе ДРКБ реализует проект мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний несовершеннолетних. Сейчас разрабатывают проектно-техническую документацию новой Казанской детской больницы, которая разгрузит республиканскую. О необходимости такой клиники говорили на итоговой коллегии с участием Рустама Миниханова. Огромный объем работы сейчас у детской республиканской клинической больницы, и где-то есть и перенапряжение, но мы справляемся, и вот благодаря Рустаму Нургалиевичу, то есть он, в общем-то, с самого начала поддерживает этот проект, ну и, соответственно, я думаю, и здесь будет и федеральный компонент тоже присутствовать. Я думаю, что этот центр появится в ближайшие годы. Строительство планируют начать в 2024-м. Также начнут развивать ранее забытую подростковую медицину. Уже открываются такие кабинеты. Лина Знатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.